Историческое событие. Выпуск в оборот новой почтовой марки и блоков, посвященных 250-летию единения Ингушетии с Россией. Гашение по традиции сопровождает официальная церемония. Первыми оттиск фирменного штемпеля оставляет глава Ингушетии и директор макрорегиона Северный Кавказ Почты России. Махмуд Али Калиматов отметил важность этого дня и подчеркнул, что Ингушетия 2,5 века хранит верность великой стране. Для нас это очень важная дата, и мы должны сегодня быть благодарны. Благодарны должны быть России, великой России, что мы вместе. Все, что происходит в любой и конкретно нашей республике, это забота, это внимание всей России. Сегодня мне хочется искренне сказать спасибо нашим предкам за этот период, достойные сыны нашей республики, с тех еще времен, охраняя транспорт, который передвигался через Кавказ, именно через Ингушетию, осуществляли охрану, в последующем принимали участие в всех значимых военных действиях. И ни разу, повторяюсь, ни разу из истории никогда Республика Ингушетия, народ Ингушетии не предавал России. Он всегда был верен данной тогда клятве. На почтовой марке изображен герб Магаса, на полях почтового блока герб Ингушетии, карта Российской Федерации с надписью «250 лет единения с Россией». Немаловажная деталь – специальный штемпель, которым производится гашение. На нем указана юбилейная дата – 250 лет единения Ингушетии с Россией. Интересно, что штемпель будет годен только один день, и уже завтра сотрудники почты отправят его в историю, а если точнее, в музей. Празднование круглой даты будет отмечаться целый год. Махмуд Али Калиматов рассказал собравшимся и о своем недавнем обращении к главе государства о выделении денежных средств на празднование юбилея. И вы знаете, я вам скажу, 310 миллионов на наше празднование, 150 миллионов для детской поликлиники, там, купить оборудование. И это большая ответственность. И те финансы, они в основном идут на культуру, искусство. Почтовые марки и блоки имеют особую ценность, тем более, когда тираж ограничен. Всего в России выпустили 120 тысяч таких марок и 30 тысяч блоков. В отделение Почты России по Ингушетии поступило уже более 5 тысяч марок и около 300 почтовых блоков. Вот эта марка будет ходить не только по всей России и по всему миру. Это историческое событие, и все думают, а что же тут такого? А потому что конверт будет посещать не только Россию, а все страны. И там будет логотип, чему это посвящено. Историческая дружба между Россией и Ингушетией развилась значительно раньше. И как сказала глава республики, обозы и почта, которая формировалась в Ставрополе и в Краснодарском крае, была под неустанным контролем, которую миссию охраны возглавляли ингуши. Для филателистов-коллекционеров почтовых марок сегодняшний день настоящий праздник, тем более, если они выпущены ограниченным тиражом и посвящены знаменательной дате. Специально, чтобы забрать марку с пылу с жару, то есть марку первого гашения, из соседней республики приехал Заур Чеченов, председатель Кабардино-Балкарского общества филателистов. Я знаю, что жители многих регионов России, которые не смогли сюда приехать, интересовались, и вот после спецгашения мы оформим им тоже отправление и отправиться во многие города России. Насколько я знаю, по моим просьбам, по ихним просьбам, мне придется отправлять там, от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Союз проверен годами. Судьбоносное решение наших предков, которому уже 250 лет, определило стабильность, надежность и вектор развития республики. Находясь в трудных, в доступных горных местах, наши отцы, наши предки понимали, что вот делая этот выбор, они делают его осознанно и стратегически, насколько они обдуманно приняли вот это решение. Конечно, они передали нам завет быть верными присяге данной в 1770 году. На протяжении всей истории нашего народа, нашего государства, наше государство, мы видим, насколько наши
поколения верны вот этим заветам. Всегда мы были верными союзниками, верными сынами российской государства. Мы поставляли плечо в сложные времена. Мы верно служили и в годы войны, и мирный период жизни. Это далеко не первые марки, посвященные нашему региону. К 20-летию образования Ингушетии они уже выходили с изображением башенного замка Вовнушки и города воинской славы Малгобека. Затем и с изображением герба Магаса. Но и это не все. Это посвященная марка была городу Магасу, к столетию писателя Джамалдина Яндиева и к 25-летию Ингушского государственного университета. Марки на карточках, как птицы мира. Маленькие заметки о том, что, может быть, на другом конце континента есть неизвестный до ныне адресату город, который откроет для него новых людей, новую культуру, а в нашем случае расскажет о многолетней дружбе и преданности Ингушетии и России. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.